Павильоны закрыты на замки, по рядам гуляет эхо. Птичий рынок в будний день практически пустует. Работают только павильоны вдоль забора. А вот по выходным, особенно в воскресенье, по словам местных работников, здесь ажиотаж. Кролики, собаки, кошки, птицы. В общем, в мире животных. И в то, что этот мир может разрушиться, здесь никто не верит. И кажется, строки «Живи еще хоть четверть века», все будет так, именно про это место. С таких пацанами начали тут вот продавать, да? Тогда еще лабазы были тут в те времена. Вот до сих пор продают. Они уже сейчас бабушками, дедушками стали. Если выгоды им не было бы, они бы каждое воскресенье, каждые выходные сюда не выходили бы. Они лучше дома у себя отдыхали бы. А вот Вячеслав Бобров отдыхает прямо на работе. Хобби, так он называет разведение рыб. В его коллекции даже мексиканский аллигатор. В закрытие птичьего рынка он тоже не верит. Слухи ходят уже лет 20. Каждый год? Конечно, каждый год. Здесь уже вот сменилась третья администрация, и никто ничего не может сделать. Это единственный в Казани круглогодичный птичий рынок. Работает больше полувека. Зимой здесь собаки греются вместе с кошками. Аквариумы почему-то не мерзнут, а у продавцов нет отбоя от покупателей. А где мы птичек будем покупать? А часто покупаете птичек? Ну, все равно так, как экскурсии по утрам, как хорошо. Птичек посмотреть, рыбок посмотреть, собачек посмотреть. Для души, да? Да, для души, а как же. С внуками прихожу, внучка Ларабля прихожу, смотрю, котят тут эти, рыбки, котят продают, попугайчики. По воскресеньям сюда приходят дети, счастливые, с родителями. Здесь столько машин, столько народу, это просто нельзя закрывать этот рынок. Не закончатся ли бесплатные экскурсии и династии продавцов на птичьем рынке? Пока непонятно. Но эмоции детей и сложившиеся здесь традиции, кажется, должны оставаться бесценными. Слава Тухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.